Ремонтные работы подрядная организация «Дороги Саха» начала еще в прошлом году. Еще тогда вышли на опережающий темп. Так что в этом году уже сдадут обновленный участок протяженностью почти 7,5 километров. В прошлом году завершили дорожную одежду по первому этапу. Как видите, вот асфальт у нас лежит. И в этом году начали со второго этапа. Планируем в сентябре уже закончить объект. В строительстве задействовано 40 единиц различной техники и, конечно же, рабочие руки профессиональных дорожников. Главным отличием от старой трассы станет то, что дорога расширится и станет четырехполосной. Кроме того, для разгрузки потока построили кольцевое движение. Применили и новые подходы в строительстве. Стабилизация грунтов, укрепление водопропускных труб, ну и сами водопропускные трубы. Естественно, мы от этого никуда не уходим. Будет разделение полос, тоже барьерным ограждением. Эти работы будут выполнены уже после того, как поставим крайнее барьерное ограждение. В настоящее время подрядчики занимаются установкой барьерного ограждения. Раньше на этом участке оно также было установлено, но кусками. Работы будут длиться до конца мая. Ускоряют работу и то, что рисков по удорожанию строительного материала у подрядчиков практически нет. Основные расходники были закуплены еще в прошлом году, так что работы на участке идут полным ходом. До конца участка асфальт уже лежит с середины, с поворота Жатая. У нас на поворот Жатая получается кольцевое движение в целях безопасности. На данный момент у нас получается обустройство барьерного ограждения, демонтаж дорожной одежды и устройство земляного полотна. Только в 2022 году в республике дорожники ведут не менее 500 километров автомобильных дорог, из них 257, в том числе и этот участок, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы ведутся и на главной артерии столицы, на проспекте Ленина, где участок станет не только четырехполосным, но появятся и велосипедные дорожки. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.